В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Андрей Цариковский. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Немного информации для телезрителей. В декабре прошлого года президент России подписал указ, утверждающий национальный план развития конкуренции. И в апреле этого года состоялся Государственный совет, по итогам которого также вышли поручения регионам по развитию конкуренции. Андрей Юрьевич, вы на днях посетили Чукотку, сейчас находитесь в Якутии. И как, если сравнивать с другими регионами, обстоят дела с конкуренцией в нашем регионе? Для тех условий, которые у вас существуют, они обстоят, на мой взгляд, неплохо, потому что надо учитывать, что вы это очень особые регионы, у вас затруднена и транспортная доступность, есть очень много вопросов с инфраструктурой, да и найти людей, которые рвались бы либо в Чукотку, либо в Якутию поработать, иногда тоже не так много, потому что боятся сложности работы. Я бы сказал, что в этих условиях все достаточно неплохо. Опять же, вопрос схож с тем, что вы ответили. Насколько сильно влияют климатические и территориальные условия на развитие конкуренции и как преодолевать можно эти условия, самое главное? Преодолевать часто очень иногда можно своими силами и своими условиями. Привожу пример той же, допустим, Чукотки. Цены на продукты питания, они гигантские. Но, например, еще несколько лет назад, когда мы были на Чукотке, то свинина стоила дороже оленины. Был такой интересный факт. А сейчас, например, открыты свои собственные подсобные хозяйства, и уже конкуренцию завоза составило собственное производство. Появилась конкуренция, резко упали цены. То есть конкуренция, в принципе, влияет Да, очень сильно эта конкуренция влияет в первую очередь на цену. Появляются собственные производители, когда вы что-то развиваете. Когда вы привлекаете сторонних поставщиков или инвесторов, то сразу увеличится поток в регион, и цены становятся больше. А в каких сферах больше всего возникает проблема с развитием конкуренции и с чем это связано? Как правило, очень часто те же иногда хорошие вещи, например, помогать собственному производителю, защитить его от некого внешнего влияния, иногда приводит к тому, что цены все равно повышаются. Очень плохо, когда экономика наполовину состоит из ГУПов и МУПов. Да, вроде хорошо, проверенные поставщики, только через некоторое время эти проверенные поставщики становятся очень ленивыми, перестают что-либо делать. Качество снижается, а цены повышаются. А с чем это зависит именно это снижение качества именно в ГУПах, государственных унитарных предприятиях, муниципальных? То есть из-за поддержки все-таки? Конечно. А если уверен, что вы одни, у вас все равно все купят. Вы просто государственный, вам проще договориться, чем конкурировать на рынке. Конечно. Да. А когда кто-то поддерживает государство мощнейший игрок, уже остальные инвесторы сюда не придут, но они понимают, что они в такой борьбе не выдержат. Все, мертвая зона. А как-то, мы говорим, что нужно в какой-то степени избавляться от ГУПов, от МУПов, но как-то, может быть, их подстегивать проверками или какими-то санкциями за недолжное исполнение обязанностей? Во-первых, конечно, мы это и делаем, и, в общем-то, ГУПы и МУПы – это первые, к которому, естественные монополисты, это первые, к кому приходим с проверками. Это раз. И я сразу должен сказать, правда, что иногда не всегда это абсолютное зло. В некоторых областях, когда нет другого, конкуренции вообще еще иногда это как первый росток, чтобы дело было сделано, они нужны. Но должны быть под очень пристальным взглядом. И при первой возможности заменяться нормальной конкурентной средой. Немного к другой теме перейдем. Недавно Якутское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о сговоре при госзакупках на рынке горюче-смазочных материалов в отношении якутских компаний «Саханефтегазбыт» и «Туймада-нефть». Ознакомились с этим делом, и если да, то на чем основывается обвинение? Я уже благополучно ознакомился с этим делом, даже с интересом почитал замечания всей прессы, разговариваю сейчас по этому поводу довольно много. Мне очень понравился вопрос в одной из статей, о чем сегодня договорятся губернатор руководитель Республики Саха-Якутия и заместитель руководителя ФАС России Цариковский. А мы ни о чем-то не договаривались. Мы не будем вмешиваться в нормальное следствие. Но ситуация сейчас такова. Конечно, сейчас очень резко где взлетели цены на бензин. Это результат, может быть, и не самой эффективной нашей налоговой политики, которая нам удалась, политики в области акцизов. Но сразу же, когда бушует шторм, то сразу взлетает над волнами много пены.
И вот такая пена – это различное злоупотребление доминирующим положением картеля. Вот сейчас есть опасения, что это такая пена. Но я немножко подробнее здесь остановлюсь, потому что у Якутии есть одна беда. У вас практически нет крупных корпораций, которые работали бы на территории республики и поставляли бы напрямую. А что сейчас произошло? Многие крупные производители нефти выставили совершенно разные цены для своих розничных сетей, своих бензоколонок и очень высокие для внешних. Мы будем горячо бороться с этой ситуацией. Мы вынесли уже предупреждение ряду нефтяных компаний о том, что нельзя выставлять такие различные цены, и будем продолжать эту борьбу. Ну вот да, вы говорили, что в средствах массовой информации этот вопрос бурно обсуждается, мы не исключение. Я так понимаю, речь идет о завышении цен, точнее, удержании цен для своих и в завышении для других. Это про вертикально интегрированные компании. Вот. А чем может это дело закончиться? Вот как вы говорите, вы не вмешиваетесь, но какое-то вот ваше предположение? Ну, может закончиться оборотными штрафами для компаний. Это будет для них очень неприятный исход. Я сразу могу сказать, после того, как несколько лет назад нефтяные компании заплатили несколько миллиардов в бюджет Российской Федерации, на этом рынке все было гораздо легче. Но, вероятно, уроки забываются. А как долго это разбирательство может продолжаться? Антимонопольное разбирательство, как правило, продолжается около полугода, потому что особенно связанное с картелями, потому что это единственная статья антимонопольного законодательства, по которой можно получить реальную уголовную статью и реальный срок. Единственное. Но именно поэтому мы всегда подходим очень тщательно, и у всех сторон есть шансы доказать, что они правы, а мы нет. Ну, вот небольшую такую поправочку, уточнение про штрафы для компаний, как по прогнозам, да, чем может закончиться. Это, опять же, мы говорим про вертикально интегрированные компании. Нет, это для участников. Для участников спора. А вопрос такой, какие сферы экономики сегодня являются наиболее картелизированными, организуют картели? К сожалению, наиболее картелизированными являются те сферы, которые жизненно для нас важны. Очень поставки лекарств картелизированы. Если мы видели всю карту России, вот она была полностью закрашена неприятным красным цветом. Потому что практически картели есть в области фармакологии по всей стране. Дорожное строительство, очень плохая ситуация. И, к сожалению, поставки горюче-смазочных материалов. Ну, это в том числе же и нарушение вот конкуренции, это же принципа конкуренции, опять же, нарушение антимонопольного законодательства, как сказали. А что же часто мешает выявлять и пресекать антиконкурентные соглашения? Вы знаете, мы стараемся делать как можно больше, и в последнее время стало работать гораздо легче. Во-первых, стало очень много сговоров на торгах, и мы используем современные электронные средства. А во-вторых, вы знаете, люди поверили, что это происходит, и что если будет такой сговор, он будет реально расследован и реально пострадают, и стали очень много передавать информации, которая помогает в расследовании картеля. Андрей Юрьевич, вот грядет сейчас такая цифровизация экономики, цифровая экономика в России, по сути, она уже наступила, где-то наступает, где-то наступила. Как это влияет на состояние конкуренции и как в этих условиях работает вот служба антимонопольная? Вы знаете, на состояние конкуренции это повлияло, с одной стороны, хорошо, потому что когда в цифровой экономике очень легко выйти на рынок. С другой стороны, появились новые виды сговоров, новые виды договоренности. И нам стало одно время работать гораздо сложнее. Но на всякую цифровую мышь всегда найдется цифровой код. Мы тоже разработали средства борьбы, в том числе и современные, позволяющие обработать большие данные, современные программы. И в последнее время нам стало значительно легче. Вот хотелось бы поинтересоваться по итогам вашего рабочего визита в Якутию. Будут ли даны какие-то, может быть, поручения, задания территориальным органам, региональным органам, может быть, конкретно нашему? Да, конечно. Во-первых, сегодняшний наш визит был посвящен национальному плану развития конкуренции, как мы говорили в самом начале. И многие будет совместная работа и администрации, и территориального управления Федеральной антимонопольной службы по Якутии. Им будут даны конкретные поручения. И было подписано соглашение с администрацией Республики Саха-Якутия о совместной работе. И как раз эти поручения будут направлены на совместную работу. Вот на данный момент, на сегодняшний день, как вы можете оценить работу нашего регионального управления Федеральной антимонопольной службы?
Ну, вы знаете, я думаю, наш начальник работает уже достаточно большое количество лет. Я думаю, это одна из оценок. Мы выслушали на него ряд жалоб. Это всегда приятно, потому что у нас есть поговорка: если никто на нашего начальника управления, особенно руководство местное, не жалуется в течение 1 года, надо рассматривать вопрос об его неполном служебном соответствии. Дел много, и дел мне интересных. И вот как раз одно из дел, о которых все спорят, оно сейчас открыто, как раз о котором мы сегодня обсуждали. Это показатель того, что у нас особо так ничего не боятся. Андрей Юрьевич, вот тоже вопрос касается вот подписания соглашения между регионом. И можете как-то поподробнее об этом соглашении, о работе в рамках него рассказать? Дело в том, что в национальном плане предусмотрено 41 направление развития конкуренции, в каждом из которых желательно добиться серьезных результатов по появлению частных игроков в каждой из этих сфер. Каждый регион должен выбрать не менее 33 направлений, можно больше, можно придумать какие-то свои направления, это будет интересно. И это очень важные пункты. Это не очередная цифра, которую надо отослать в Москву, это направление социально-экономического развития региона. Это вот такие драйверы, те передовые направления, по которым должен идти в ближайшие годы регион. А вот для Якутии конкретно какие наиболее актуальные направления могут быть? Вы знаете, например, я должен сказать, что некоторые направления, по-моему, важны не только для Якутии, для нас всех. Я в первую очередь к этому отношу направления, которые соответствуют уже майским указам президента и относятся к социальному развитию. В первую очередь, это развитие частной конкуренции в детском дошкольном образовании, в работе в сопровождении и помощи инвалидам, в развитии конкуренции в этих направлениях. Очень рад, что, например, узнал, что с одним направлением уже все хорошо достаточно. Детское дошкольное образование, детских садиков уже много. Я рад за Якутию вдвойне. Во-первых, это действительно то, что здесь развилась конкуренция, и во-вторых, то, что детские садики нужны. Ну, будем надеяться, что и по остальным направлениям также будут достигнуты успехи. Андрей Юрьевич, спасибо большое, что пришли в нашу студию. А я напомню, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами. Спасибо.